Доброе утро, и мы продолжаем наш эфир. В эти дни в Якутске проходит третья межрегиональная научно-практическая конференция «Инновации в дополнительном образовании. Опыт и перспективы». Какие вопросы будут там обсуждаться? Об этом мы поговорим сегодня с нашими гостями, и мы рады представить их вам. Это Мария Петрова, директор Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне», также Павел Деркачев, ведущий научный сотрудник Института образования Национального исследовательского института Высшей школы экономики из города Москва, а также Дмитрий Овсяницкий, руководитель технического творчества, тренер команд победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад из города Челябинск. Доброе утро, уважаемые гости. Мария Петровна, ну расскажите нам о главных задачах, о главных целях конференции. Эта конференция, третья, посвящена столетию дополнительного образования детей в России. Это уникальная система, в общем-то, ноу-хау российского образования. И надо сказать, что за все эти 100 лет прошла она очень большой путь от организации занятости детей до того, чтобы детей готовить уже к получению будущей профессии. И в эти дни мы обсуждаем, куда нам дальше идти в дополнительном образованию, какие механизмы, технологии использовать, в том числе и управленческие, потому что сейчас стоят новые вызовы, и у нас есть негосударственный сектор, который активно растет, и родители уже готовы им пользоваться. И наши исследования показывают, что если 10 лет назад родители категорически не хотели в большинстве своем, то теперь уже многие хотят. И надо сказать, что вот такая конференция, которая третий раз уже проводится, это не просто обсуждение, это разработка как раз-таки вот таких решений, которые мы затем в нашей республике претворяем в жизнь. Ну, давайте как раз-таки вот о решениях. Павел, вот с каким докладом вы приехали к нам, о чем он? Я приехал с докладом о штатном расписании организации дополнительного образования детей. И сейчас эта тема, насколько я понимаю, как никогда актуальна в республике, поскольку ряд министерств выступили с инициативой, насколько я понимаю, о том, чтобы предложить единое штатное расписание, единые требования к штатному расписанию организации дополнительного образования. И мой доклад был посвящен, можно ли это сделать или нельзя, какие есть аргументы за это решение или против такого решения. И я вот, если вы позволите, тогда, может быть, коротко изложил бы тогда суть вот этих предложений и суть этого анализа. Первый тезис заключается в том, что сейчас очень активно развивается персонифицированное финансирование в дополнительном образовании. Может быть, вы об этом знаете. Это система, при которой выбор предоставляется детям, в какой кружок ходить, какую организацию выбрать. И они это могут сделать на основе объективной информации, которая есть в навигаторе дополнительного образования. То есть они заходят на сайт, выбирают программу, и вся информация у них есть. Какие-то педагоги, какая программа реализуется в этой организации и так далее. И таким образом, если раньше у нас решали органы власти, какие услуги производить, то сейчас выбор предоставлен потребителю. И это вот первый процесс, который происходит у нас в дополнительном образовании в Якутии. И появляется очень много новых организаций, которые через много программ новых, которые через навигатор пытаются предложить свои услуги потребителям. Ну, услуг много, а как это все как вот этому подойти к тому, что ваш доклад был посвящен? Вот, собственно говоря, поскольку услуги становятся разными, очень сильно диверсифицируются, то и штатные расписания в этих организациях, они должны набирать под каждую конкретную группу. Во-первых, это в режиме онлайн, грубо говоря, формируются группы. И эти организации вынуждены будут подбирать педагогов уже под сформировавшиеся группы в режиме реального времени, что называется, в режиме реального управления, оперативного управления. Насколько реально это? Подобрать педагогов? Конечно, есть проблемы с тем, что, когда в дополнительном образовании нагрузка не всегда постоянно для педагога. В общем образовании более или менее понятно, на ставку он работает или на полставки, или на полторы ставки. То есть и он уже на год
поскольку контингент сформировался, группа не меняется практически, там плюс-минус несколько человек всего лишь, то он уже знает на год наперед, что с ним будет Тема происходить. действительно очень актуальна, ее можно все обсуждать и обсуждать. Да, а в дополнительном образовании нет такой стабильности, и педагоги здесь не представляют такого единого сплоченного коллектива, они больше как фрилансеры, да, которых нанимают, когда есть дети, Хорошо. и они, зато Давайте они могут дадим другой слово деятельностью Дмитрию заняться. Дмитрий Николаевичу. Николаевич, своими впечатлениями поделитесь с нами от мероприятия, от поездки. в Ну, Якутск. еще раз здравствуйте. Значит, я как практикующий тренер встречал ваши замечательные команды на различных соревнованиях. Они очень конкурентоспособны. Наконец-то мне выдался случай посмотреть, откуда берутся такие умные дети. Как оказалось, реально, значит, ваши организаторы вкладывают в дополнительное образование очень много ресурсов, как финансовых, так и административных. Все замечательно. И я даже начинаю побаиваться, что ваши команды, значит, выйдут на очень высокий уровень. Еще чуть-чуть и реально, то есть команды из Республики Саха-Якутия смогут на мировом уровне, может, не доминировать, там есть тоже очень сильные команды, но как бы представлять Россию очень и очень серьезно. Значит, мне еще хотелось бы обратиться к родителям, потому что система дополнительного образования – это очень сильная, очень серьезная. Особенно у вас очень мощная такая система, в которую, как я уже сказал, очень много вложено. И я бы рекомендовал родителям туда детей как можно больше, как можно чаще направлять, чтобы они получали дополнительные знания и смогли поступать во все ведущие вузы страны. Дмитрий Николаевич, спасибо вам за добрые, теплые слова. Мы вас, конечно, пользуясь случаем, поздравляем с Днем Учителя, который уже Спасибо. завтра состоится. Хорошего дня, отличного завершения конференции.